Прывітанне, гэта канал Свабода Прэміум, з вами прадзе Дмітрий Гурневич, а на сувязі са мною з Варшавы Стася Гліннік. Прывітанне, Стася. Всем привет. Стася Гліннік ўжо некалькі дзён удзельнічае ў акцыі ў галадоўцы каля сядзібы, дакладней прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі ў Варшаве, не адна, разам з сябрамі. І сёння мы паговорым пра тое, чаму такая акцыя адбываецца, чаго дамагаюцца дзяўчаты, магчыма, не толькі. Стася, я нагадаю просто нашим гледачам, што вы сама па сабе чалавек асоба, але таксама прыватна вы яшчэ і ўнучка Станіслава Шушкевіча, першага кіраўніка Беларусі, магчыма, гэта будзе прыемна ведаць таксама гледачам. Раскажыце, калі ласка, увогуле, колькі цяпер бярэ ўдзел людзей у гэтай акцыі, як там яно ўсё адбываецца? Будем вынуждены заменить одного человека. Девочка Диана с нами, к сожалению, по рекомендациям врача не может продолжать. Вместо нее вступит новый человек в голодовку. Нас все еще будет 5. Угу. Вы пачыналі з Бажэнай Шамовіч, так, дзяўчына з Лубока, якая вучыцца ў тэатральнай акадэміі, дакладней у акадэміі мастацтва ў Варшаве. Яна таксама працягвае, так, голодовку? Да, мы продолжаем. Мы вчера продлили нашу регистрацию здесь, и пока еще будем находиться здесь. Так, вот расскажите, мы зараз перейдем, конечно, до сутнасці акцыі. Вы галадаеце ў цэнтры Варшавы. Я цудоўна ведаю гэтага месца, там побач калісьці знаходзіўся Белсад, сядзіба Белсату. Гэта самы цэнтр Варшавы. Як вы маглі паставіць увогуле там намёты і, не ведаю, вы там ночуеце, не ночуеце? Хто вам дазволіў это рабіць? Регистрируется акция как обычная акция. В Польше действует упрощенный режим, то есть вам не надо просить разрешения что-то делать, вам надо уведомлять о том, что вы что-то делаете. И у нас палатки как раз-таки такого размера, чтобы находиться на территории Еврокомиссии, а не на пешеходном тротуаре. Поэтому разрешение поставить с палаткой мы непосредственно получили от Еврокомиссии. Они же разрешили нам развесить плакаты на их стенах, пользоваться их ванной и скинули нам удлинитель. Большое спасибо. Адначасова вы звяртаеце да іх, я так разумею. Раскажыце пра вашыя патрабаванні, ці змяніліся яны ўвогуле за гэтыя дні, ці хто да вас таксама выходзіў? Наши требования ни в коем разе не изменились. Возможно, мы, когда начинали, наибольший акцент делали на введении санкций. Сейчас мы понимаем, что они будут введены. Просто вопрос работы европейской бюрократии, да, что это просто вопрос времени. Мы так понимаем, что в июне мы увидим уже новый пакет санкций. Вас задаволіць некая дэкларацыя з боку Европейской, і тады вы спыніце голодовку, я так разумею. Мы будем здесь хотя бы до тех пор, пока не соберем 3000 подписей. Столько нужно для того, чтобы Еврокомиссия дала нам публичный ответ. Пока что у нас собрано около 2000. Призываем всех приходить к нам и подписывать. Конечно, нам помогают волонтеры по сбору подписей. Большое им за это спасибо. Но мы хотим услышать какой-то внятный ответ на наши требования. И, собственно, до тех пор, пока мы его не услышим, мы будем находиться здесь. Я вось бачу некаторыя здымкі, там да вас падыходзілі вядомы польскі палітык Богдан Борусевич, адзін з стваральнікаў салідарнасці. Гэта просто людзі прыходзяцца падтрымаць, і это таксама некія канкрэтныя ўжо рэчы вам могуць сказаць. Богдан Борусевич является вице-маршалком Польского сената, и накануне их приезда сюда к нам приезжали и маршалок, и вице-маршалок. Польский сенат принял документ о признании действий Лукашенко актами, нарушающими международное право, и также этот документ запускает европейский диалог по освобождению политзаключенных в Беларуси. На следующий день утром они приехали, чтобы вручить этот документ нам лично в руки. Но польских политиков, около 15, наверное, уже депутатов польского Сейма к нам приходило. Видите, как минимум 3 сенаторов, представители политических партий, общественных инициатив. Нам также передают то, что разговор ведется и на более высоком уровне польского правительства. Польша действительно нас поддерживает, но мы обращаемся к Еврокомиссии. И от Еврокомиссии пока что к нам никто не выходил, кроме первого дня, именно когда мы решали организационные вопросы. Мы так понимаем, что поскольку это не выборные
орган, это именно такой орган нанятых чиновников, то к нам пока никто и не выйдет. Мы вызовем сами представителей Еврокомиссии, как только соберем нужное количество подписей. А як, скажите, ввогуле поляки подписываются? Як ставится до вашей инициативы, которая проходит с побыт? Еще как. Ну, во-первых, о нас рассказали практически все польские СМИ, и многие люди приходят, действительно специально приезжают, чтобы нас поддержать. Нас поддерживают, ну, просто и прохожие обращают внимание, и специально едут по телевидению, увидев нас. И общественные инициативы к нам приезжают, которые, например, нам выделили врача, который нас каждый день наблюдает. И мы еще тут увидели интересные протестные технологии, такие нагревающиеся пакетики, которые держат число шеф-часов, а сами вот такие маленькие. И их можно в карманы класть, там какие-то термоодеяла, выглядящие как лист фольги. В общем, интересно. Кстати, классно было бы в Беларуси такое привезти. Ну, беларусы навряд ці дазволяць якую-нибудь установу дзяржаўную ввогуле стаяць там побач з нейкім знакам. Стася, скажите, ласка, сёння, дакладней учора, але сёння было апублікавана інтэрв'ю міністра замежных спраў Беларусі Владзіміра Макі, які сказаў, што санкцыі, якія вядуць супраць Беларусі, гэта можа быць пагрозай для суверэнітэту, паколькі Беларусь траціць сваю незалежнасць. Як бы ён звяртаецца да тых людзей, каб яны апомніліся, так, і спынілі гэтую працу. Як вы яму адкажаце? Ну, фактычна, вы заклікаеце паводле яго да страты беларускага суверэнітэту. Ну, о каком суверенитете идет речь? В смысле, что мы станем частью России? Или что? Ну, если например. все пойдет так, как оно идет сейчас, мы тогда станем частью России. Другой вопрос, что белорусы на это никогда не согласятся. Еще, может быть, до событий в августе какая-то часть населения еще поддерживала Путина, даже, возможно, не поддерживала Лукашенко, но после того, как режим Путина повел себя в отношении белорусов, я думаю, что никто не хочет присваивать себе территории, на которых находится 9 миллионов человек, которые тебя не любят. Угу. Ну, тым не менш, як вы лічыце, якімі могуць быць наступствы? Вот, добра, увядуць санкцыі, і што далей паводле вас? Як это паўплывае на ситуацию? Мы считаем, что, в принципе, даже поэтому мы сейчас сместили акцент вот именно в сторону терроризма, поскольку любой человек, сотрудничающий с терроризмом, является, ну, то есть если какая-то фирма будет продолжать торговые отношения с Беларусью, она автоматически в мире признается пособником терроризма. Это полностью обрывает финансовые потоки Беларуси, и мало того, ну, именно Лукашенко, ну, в том числе Беларуси, да, то есть мы понимаем, что это приведет к экономическому шоку, мы все это понимаем, но и политика Лукашенко тоже туда ведет. Чем быстрее мы это переживем, тем быстрее мы сможем восстанавливаться. Это надо осознать, это надо принять, к этому надо подготовиться сейчас, да. Без экономического шока Беларусь уже не обойдется на этом этапе. Ну, что касается вот именно признания терроризмом, это включает в том числе и взаимодействие России и Беларуси. Россия как бы публично не пыталась показать, что санкции ни почем. На самом деле очень даже почем. И те санкции, которые сейчас ввели США в отношении России, это очень серьезно. И ужесточение санкций Россия точно не хочет в своем отношении. Поэтому, я думаю, они много раз задумаются, прежде чем продолжать отношения с Лукашенко, и насколько действительно им это важно. Что вы протестуете? Смотрите, вот вы закликаете ввести санкции, вы находитесь в Варшаве. Я думаю, что шмат хто вам запярэчыць. Вы з Варшавы заклікаеце, каб, ну, скажем, дабрабыт беларусаў яшчэ больш зменшыўся. Что вы гэтым людям скажете? Санкции натурально поплывают на их кошелек, на то, что их станет меньше грошей просто в кишени. Да, как и Лукашенко. Потому что, ну, еще раз говорю, без кризиса не обойдется. Он будет в любом случае. Действительно, санкции – это шоковая терапия такая, да? Да, принудительная, но да, ее нужно пережить. Мы хотим, если мы хотим жить в свободной стране, нам нужно пережить этот шок и заново ее строить сначала. Угу. Увы, другого выхода сейчас нет. А ці приходили до вас некие прихильники Александра Лукашенко? Спробовали дискутовать с вами там? Были две бабушки и один такой персонаж, известный довольно,
Есть тут три фрика в Варшаве, они очень любят Путина, их можно было увидеть в фильме «Дудя». В войсковой форме такие, так? Да. Ну, это известно. Мы их часто видим, они часто к нам тут приходят. Ну да, были две женщины пожилые, да, пытались снимать всех на камеры. Мы заслонили их камерой флагом. Али это были польки, те белорусские? Ну, сложно сказать. Это не были польки, мы не общались, но они были русскоязычные. Скажите, ласка, я так разумею, что у гэтых наметах, которые мы бачим зараз за вами, вы там ночуете, ці там некалькі чалавек ночуе, як это адбываецца ўвогуле практычна все? Да, у нас 3 палатки, в 2 ночуют по 2 девочки, и в одной ночует наш 5-й человек Дмитрий Гутеревич, член Стачкова Беларуськалій. Так, вот якраз таки мы его бачили, размовлял с Богданом Борисевичем на певном видео в Фейсбуке. Кстати, можете видеть, как подписи мы подписываем там. Люди подходят сами. И гэтыя подписи вы позднее просто фактично перед дверей за вами вы передасте, и люди повинны сказать. Да. А кольки вам не хапает до потребной суммы? Чуть меньше 1000. И на кольки дзён вы думаете собрать за это? До конца этой недели. Ну, я думаю, что к пятнице соберем. Может и быстрее. Ну, пока что мы так думаем, что за эту неделю мы услышим какие-то решения хотя бы от польского правительства, потому что уже признали, что президент Дуда недостаточно внимания уделил проблеме Беларуси, особенно проблеме репрессий поляков в Беларуси. Да, в отличие от других, то есть премьер-министр Польши, представители Сейма и Сената, они высказывались по этому поводу довольно жестко. Президент Дуда пока что, отреагировал довольно скромно. Белорусская пропаганда сцвярджае, что те люди, которые выходят в Беларуси протестовать, что это люди, которые не маюць працы, пераважна алкаголики, наркоманы и, в принципе, некие деморализованные особы. Скажите, калі ласка, вы голодаете уже который день, еще принамсі тыдзень збираетесь голодовать там сидеть, вы не працуете, не ходите на працу, не вучитесь, еще, здаецца, учебный год не скончился в Польше. Ну, кстати, это неправда, что я не работаю, Это пытание. Во-первых, я действительно поменяла радикально свою жизнь с началом протеста. До этого я работала в некоммерческих организациях также, но в других, и была студенткой школы главного господарства Вейскега в Варшаве. Мне остался 1 год, я взяла сейчас академ-отпуск для того, чтобы заниматься вопросами Беларуси, и мы с друзьями организовали ассоциацию «Белорусский молодежный хаб». В сентябре мы стали сооснователями Центра белорусской солидарности, в январе мы прекратили сотрудничество, а сейчас мы самостоятельно функционируем, продолжаем консультации по учебе, школе, детским садам, высшим учебным заведениям в Польше, как найти работу, рассказываем, как найти жилье, проводим вебинары, мероприятия, в том числе акции. Также я помогаю проекту «Беларусь МПЛ». Это общая инфолиния в Польше, которая направляет на нужные человеку организации. То есть если вы туда напишете и скажете, вот у меня есть вопросы с жильем, например, или с легализацией, то вам предоставят список именно организаций, занимающихся вашим вопросом, как белорусских, так и польских. Я зноў жа спашлюся на ту самую пропаганду беларускую, которая сцвярджае, телеграм-каналы, я не буду их называть зараз, як кажуць, зашкварна. Яны кажуць про тое, что беларусы, которые уцякаюць, скажем, там, ад рэжыму, яны, конечно, у двуххосе пишуць, что яны пазней мыюць туалеты ў Варшаве або збіраюць клубніку. Раскажыце, як это адбываецца, скажем так, усталяванне на новым месцы, адаптацыя, ці сапраўды вось такі лёс чакае тых людзей, которые, вымушаныя. Разумеем, што не ўсе ўцякаюць ад тых, хто сапраўды адчувае такую патрэбу фізічную небяспеку. Скажем так, если вы не знаете языка, действительно начинать придется с физической работы, скорее всего. Если не знаете ни польского, ни английского, действительно большой потребности в чисто русскоязычных сотрудников в Польше нет, это надо понимать. Но польский довольно простой язык для нас, мы довольно быстро можем его выучить. То есть, и мало того, даже если вы станете уборщицей на 2 месяца, все равно будете получать больше, чем вы получали в Беларуси на своей работе. Это 100%. Вопрос личного желания. Есть люди, которые, приезжая сюда, сопротивляются тому, что нужно учить язык.
без знания языка высот каких-то карьерных вы вряд ли добьетесь. Вы можете не знать польского, можете знать только английский, этого достаточно, да. Но нет, тут надо действительно понимать, что язык важен. Я не буду обещать вам какие-то золотые горы по приезде в Польшу. Этого не будет. Тут, так же, как и везде, нужно работать, но здесь за вашу работу будет достойна оплата. Ваш моладзевы хаб увогуле, як шмат людзей звяртаюцца па дапамогу, колькі зараз вырасла, скажем, колькасць тых людзей, якія патрабуюць не ведаю, прытулках у Польше? У нас самый большой процент людей, которые к нам обращаются, конечно же, студенты, потому что мы молодежный хаб, мы помогаем разбираться со стипендиальными программами, помогаем там переводить заявки, консультируем там, как правильнее их составить. Это счет идет на сотни, может, до 1000. То есть вот сейчас был набор на программу Калиновского, и наша консультантка Аня Коневская, которая помогала именно ребятам заполнять документы на программу Калиновского, она работала просто 24/7, пока не закончился набор, и за месяц она провела, по-моему, что-то типа 1200 консультаций. Но это не значит, что это 1200 людей, это могут быть повторные консультации. Мы просто измеряем именно, количество консультаций. Вы узгадали про эту праграму Каліновскага, это не адзіная, скажем, рэч, якую Польша робіць, і гэта, в прынцыпе, велізарныя грошы. Як вы думаеце, чаму Польша дапамагае ўвогуле беларусам у такой сітуацыі? Таму што Александр Лукашенко, міністр Макі, іншыя чыноўнікі кажуць пра тое, што там у іх там мапы да Ракава, да Івенца, каб зноў захапіць Польшу, або проста яны хочуць высмактаць супрацоўную сілу з іх найлепшых беларускіх айцішнікаў, нейкіх менеджераў, інжынераў, і такім чынам узбагаціцца на бядзе беларусаў. Потому что Польша понимает, что Беларусь это соседняя страна. С ней нужно сохранить хорошие отношения. И пока правит диктатор, который убивает людей и пытает, как-то хороших добрососедских отношений не намечается. Поляки с белорусами всегда находили общий язык. Никаких военных конфликтов между нами не было. Даже, скажем так, радикальные польские националисты говорят, что ладно, Беларусь нормально, с Беларусью тоже. Все такое. Мы чувствуем даже поддержку населения, все-таки в Польше и политики тоже они очень сильно смотрят на общественное мнение. Избираемые должности, их работа зависит от того, будут их избирать или нет. И поляки обычные нас очень сильно поддерживают и проникаются, и часто подходят, говорят, вот там у нас родственники из Беларуси, там у меня бабушка из Лиды, там еще что-нибудь. Постоянно происходит. То есть, мы действительно очень близкие народы, и просто по-человечески нас поддерживают. Стася, скажите, ласка, ці мелі вы контакт з вашим дзядулем за апошні час, галадоўкі, што ён пра гэта думае, што ён вам казаў? Мы сейчас не контактируемся с родственниками, для их безопасности они находятся в Беларуси. Я знаю только из интервью, что дед мой гордится. И, я знаю, что вся моя семья меня поддерживает. Просто пока что мы ограничили контакт. Угу. І апошняе пытанне, як вы самі разлічваеце, стан здароўя вам дазволіць до конца тыдня, прынамсі, галадаць і вашим калегам, бо все ж таки, не думаю, что гэта уже который раз у вашем жыцці, это першы раз хутчэй. Такая долгая голодовка для меня впервые, для остальных, я так понимаю, тоже. И я по себе могу сказать, что я это выдержу. Если кто-то другой не выдержит, у нас уже тут огромный список желающих нас подменить, поэтому голодовки под Европарламентом быть и так долго, сколько это потребуется. Скажите, ласка, зноў жа апошняе пытанне, я ўжо трэцяе апошняе пытанне здаю. Мне цікава все ж таки, еще дастаткова май халодны, і як увогуле вам удаецца там праводзіць ночы, скажем так, наколькі гэта складана? Наши ребята, белорусы, принесли нам столько спальников, пледов,
у нас есть обогреватель, есть все на свете, такая как бы голодовка люкс, мы шутим между собой. Нам даже жарко ночью, нам принесли военные такие спальники зимние, поэтому все в порядке, все с нами хорошо. Дзякуй вялікі. Я нагадаю нашим гледачам, што сёння маім госцем была Стася Глінік з Варшавы, удзельніца акцыі галадання каля сядзібы прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі ў Варшаве. Для вас у Празе працаваў Дмітрий Гульневіч, вы глядзелі канал Свабода Прэміум. Дзякуй за тое, што былі разам з намі, заставайцеся са свабодай. Дзякуй, жыве Беларусь. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.